Хайырлы сағатта, хөрмәтле милләттәшләр, һезне Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир» Челябинской области в программе «Уралым». Башкирский скакун – новый любимец в Южноуральском конно-спортивном комплексе. Он такой красивый, прям не такая грива. Челябинцы отметили День России в национальном колорите. Такая гордость за Башкир была. Ердан һүҙҙәрҙе алып ташлап була икән. Холой кантон шәхесенә яңы ҡараш. Ул ярлыларға кәпәсен һалып һаулыҡ һораша торған булған. На днях челябинские башкиры познакомились с «Буляк». Так зовут подарок главы Республики Башкортостан конно-спортивному комплексу «Рифей». Напомним, в апреле во время своего визита в южноуральскую столицу Рустем Хамитов обещал подарить комплексу лошадь башкирской породы. Уже во время майских праздников башкирский скакун прибыл в челябинскую конюшню из Баймакского района. Большое спасибо Бекзору Ахмату Рустему Закеевичу за такой подарок, потому что на самом деле вот в Рифее мы не первый раз и видели, какие здесь, скажем так, великолепные лошади, сколько разных пород, а вот башкирской породы не было, и он своим взглядом-то это заметил, и поэтому его подарок, он как бы подарок не только Рифее, но и всем башкирам Челябинской области, потому что уже есть родная душа здесь, к кому можно приехать. По словам сотрудников комплекса, скакун быстро освоился и уже приступил к тренировкам. Его добрый нрав и мягкий характер особенно привлекают детей. Масть у башкирского коня оригинальная. По хребту проходит черная линия, на ногах тигровые пятнышки. Стоит отметить, с давних времен у башкир лошадь не только домашнее животное и средство передвижения, кормилец, но и боевой товарищ, лучший друг. Со встречи Рустема Закеевича здесь прошло не так много времени и очень быстро. Мы даже, правда, не ожидали, что за 2 недели у нас появится вот такая прекрасная лошадка. Активисты одной из крупных общественных организаций области, башкирского Курултая, решили познакомить детей с башкирским скакуном. На днях они организовали экскурсию участникам национальной студии «Афарин» в конно-спортивный комплекс «Рифей». Ребята кормили лошадей, фотографировались на память, выступили с творческими номерами. Безнең балалар бүген атларны каранылар, ашаттылар. Менә шундай каванып, шатланып, рәхәтләнеп ял иттеләр безнең балалар. Мы сегодня кормили лошадок, но я побоялась, и только я одну покормила. Подумала, что это яблоко упало, на самом деле она его съела. Буляк переводится как подарок. Буляк очень, можно сказать, воспитанный конь. Очень хороший, очень добрый. Как странно, что он не хочет из рук есть яблоки, он лучше любит траву. Он такой красивый, прям не такая грива. Он такой замечательный, такой красавец на самом деле, и такой, он где-то так, вот вообще если даже с другими лошадьми сравнивать, он такой родной. Дети получили массу позитивных эмоций от поездки и обещали, что и впредь будут навещать башкирскую лошадь. По всей стране прошли торжества, посвященные Дню России. В праздновании независимости нашей Родины участвовало и многонациональное население нашей Челябинской области. Всероссийская акция «Парад дружбы народов» дал старт мероприятиям, приуроченным к празднованию Дню России в Челябинске. В торжественном шествии приняли участие разные народы в составе диаспор, автономий и общин. Артында койрык үдем эшләдем. Тәүге тапкыр монда киләм. И шул халыкны күргәне, караганы, киемнәрен. Безнең менән фотография төшерәләр, һәм дә бергә хуланып карайлар дип уйлыйбыз. Когда вот проходили такие мурашки аж по коже, и такая гордость за Башкир была, то что все вместе, все яркие. Мы показывали эти танцы, народ очень бурно реагировал, аплодировали, кто-то хотел принимать участие, выходили, танцевали, то есть было очень здорово. Шествие завершилось созданием сада ШОС БРИКС, где представители 10 стран и почетные гости высадили аллею деревьев, символизирующую дружбу между народами. Региональный полпред Башкортостана Амур Хабибулин отмечает, что сегодняшнее мероприятие напомнило ему 2015 год, когда в Уфе с большим размахом проходили международные саммиты ШОС и БРИКС. С учетом того, что мы являемся добрыми соседями Челябинской области, это как-то даже очень сильно приятно, что Челябинск сейчас борется за то, чтобы принять в 2020 году такое очень серьезное мероприятие мирового уровня. То, что
Челябинскую область населяет такое большое количество людей разной национальности, это наше достояние, это наше сокровище. Хочу поздравить всех жителей и почетных гостей нашего города с праздником страны России. Официальное открытие мероприятия «Челябинск многонациональный» состоялось на сцене у Театра оперы и балета. Лучшие национальные коллективы были представлены на фестивале народного фольклора и культуры. Ансамбль песни и танца «Мирас» из Республики Башкортостан познакомил южноуральцев и гостей с культурным наследием башкирского народа. Билеп торабыз, бездә бында көтеп торалар, милләттәшләр, башкортлар, башка халык вәкилләре. Килеп иттек үзебезнең милләттәшләребезгә, үзебезнең моңдарыбызны, рухыбызны, бәюләребезне, йыр-моңдарыбызны ысын күңелдән бүләк итәрбез дип уйлыйм. Украшением праздника стала выставка декоративно-прикладного искусства с работами местных мастеров. Неподалеку была развернута фотовыставка с кадрами, рассказывающими о традиционных обычаях и праздниках, национальных ремеслах народов Урала. 12 июньдә үденә күрә ана шул ысынлап та халыктарның дуслыгы байрамы булган, халыктарның бердәмлеге байрамы булган. Праздник мне очень нравится сегодняшний. Здесь много разных культур, интересно посмотреть. Но мимо башкирского места, стенда я просто не смогла пройти. На празднике каждый мог прикоснуться и окунуться в прекрасный мир народного искусства и ощутить всю прелесть многонациональной культуры нашей страны. Копейская швейная фабрика нацелена на производство башкирской национальной атрибутики. Предприятие с многолетним опытом ответственно подходит к выпуску новой продукции. Интерес к башкирской культуре связан не только с экономической точки зрения, уверяют сотрудники компании. Директор предприятия Владимир Малиновский, будучи к тому же руководителем Центра польской культуры, хочет наладить и межнациональное сотрудничество. Впрочем, знакомство с традициями башкирского народа у Владимира Малиновского началось еще с открытия музея наперстков при швейной фабрике. Один из важных вопросов – это производство юрт на территории нашей Копейской швейной фабрики. Это мы обсуждали возможность производства национальных башкирских костюмов. Также мы готовы создать небольшие филиалы Копейской швейной фабрики в компактном проживании башкир на Урале. Среди экспонатов, собранных со всего мира, почетное место занимают наперстки с символами города Уфы. Они привлекают посетителей особым колоритом, отмечают сотрудники музея. Колый кантон турасында төрле фикер яшәй. Уның каты куллы итәкче булуы һәм шул ук вакытта хәстәрлекле ир одаманы егәрле булуы турасында ла мәгълүматлар җитәрлек. Шәхестең якташтары Колый кантон турасында нимә белә икән? Колый авылы нигез халыусыгы кеүек үк бай тарихка һәм серлелеккә уратып алынган. Бында борынгы мәсет урынлашкан. Кантондың йорты һаман да һаклана. Авылдаштарның да һәрбереһе тиерлек халкыбызның телен, мәдәниятен үстерүгә үз өлешен индергән шәхестәр. Ну, Кулуева вообще знамениты своими талантливыми людьми. Но некоторые имена уже вот забылись. Например, имя знаменитого виртуозного скрипача Ахуна Кучукова. Судьба Ахуна Кучукова очень трагична, потому что в годы Великой Отечественной войны, ну вот финскую кампанию, в 1939 году его забрали на фронт, и он погиб. Бында яшәүчеләр иң дәһшәтле елларда ла асыкмаган, тук яшәгән. Урындагы халык был мәсьәләне кантон җитәкчесенең шәхсән сифаттары белән аңлата. Колый кантонды тик яман яктан гына искә алырга ярамай. Ул ярлыларга капасын халып хаулы хараша торган булган. Илде хаклау өчен армия төдегән. Ул аны 1811 елда ук оештырган. 1212 елда үзенең яшь хатыны менән ул илде хаклау бурысы менән киткән, Парижга хәтлем барып биткән. Мәсҗид төдегән, и мәдрәсәләргә укытырга курган өлкәһеннән сакырган ул Курбан Галиевтарды. Авылдаштары Колый кантондың халык иҗадына, мәдәниятенә булган һөюен яратып искә ала. Оның катынына арнап йырлаган йырдары һаман да саф мәхәббәттең өлгеһе булып кабул ителә. Фатиманы бик нык яратып, улар осраша торган булгандар. И аерылышкан вакытта бер-беренә йырлай торган булгандар.
Колой кантондың атты яратыуы, повозкаһына 13 ат ектереуе һәм хатта өйөнә лә бай инеп сығып йөрүе турыһындағы имеш-мимештәр менән бергә уның каты холыклы булуына бәйле төрле хатирәләр яшәй. Әмма үҙенә етәксе вазифаһын алган, тормош агышына каршы барган, юлындагы мөмкинселектәрҙе куллана, күрә белгән шәхестәргә караш һәр заманда ла бер яклы гына булмай шул. Билдәле яҙыусы Спартак Ильясов та был фекерҙе йөпләй. Ул йырҙарҙа ил күҙенән ҡанлы йәш ағыҙған тип һүрәтләнгән Колой кантонға махсус рәүештә ҡара яғылған тип иҫәпләй. Шул ысул менән халҡыбыҙҙы хаҡ тамырҙарынан айырылыу ҡаралған ти әҙип. Үҙенең һүҙҙәрен дәлилләп, Колой кантон йырының ошо вариантын килтерә. Арғыл да ғына ергә эй ынтыла, арҡаһы күк бүре балаһы, эй йәнен фиҙа ҡылыр иле өсөн, Колой кантон көсөк балаһы. Не забывайте выполнить обязательства перед Всевышним. Фитр садака в этом году составляет 100 рублей, а семьи с большим достатком должны выплатить 600 рублей с человека. Мира и милости вам! 24 июнь Башҡортостан Республикаһының Яҙыусылар союзы ағзаһы, билдәле яҙыусы, шағир Әсхәл Әхмәт хужа үҙенең тыуған көнөн билдәләй. Әсхәл Әхмәт хужа Әхмәт Заки Вәлидиҙең рухына арнап яҙған шиғыр. Нисәмә йөҙ быуын зат ырыуым, таш башҡорт сағына һөйләгән. Минең дә шул һәр бер молекулам, тыуған телем һиңә көйләнгән. Тәнемдәге һәммә күҙәнәгем, йәнемдәге һәммә өлөшсә, һинең тулҡыныңда тирбәлә лә, һинсә йырлап, һинсә көлөшә. Һин өндәшһәң донъя нурға сума, йөрәгем күмелә балҡыу йәшнәүгә. Ҡояш, һауа, икмәк, һыу кеүек һин, мөмкин түгел һинһеҙ йәшәргә. Творческая команда «Уралым» объявляет конкурс, где любой желающий сможет принять участие и получит возможность попасть в эфир областного телеканала и выиграть подарок. Снимите видеоролик с любого сабантуя и выложите их в соцсетях с хэштегом «Сабантуй Уралым» до 18 июля 2017 года. График сабантуев по Челябинской области. 17 июня – город Магнитогорск и деревня Султаева, Сосновский район. 24 июня – город Усть-Катав. 25 июня – парк Победа, город Челябинск. 1 июля – поселок Бишкиль. 2 июля – город Челябинск, Металлургический район. Завершится празднование национального торжества тюркских народов 8 июля областным сабантуем в городе Троицке. Наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч! Ошону менән тапшырыубыҙ тамам. Беҙҙе ОТВ каналында көтөп ҡалығыҙ. Киләһе осрашҡандарға тиклем. Также наша передача доступна в сети интернет по ниже указанным ссылкам.